Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. 29-й случай в Якутске. Продолжают фиксировать факты распространения кори. Большинство были без прививок от этого заболевания. Мой бизнес в Алмазном крае. В Мирном открыли многофункциональный центр. Какие виды услуг теперь там доступны? С 28 на 31 декабря глава республики Айсен Николаев подписал указ о переносе выходного дня. Вечер чудес в Якутске. В республику приедет Леонид Якубович, что проведет у нас знаменитый ведущий «Капитал-шоу». Родословие народов Якутии. В столице региона стартовал форум. Обсудили создание электронных семейно-родовых архивов. Подробнее в сюжете. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей событий Нирингринского района в конце выпуска. Начата проверка по факту гибели 3 человек при пожаре в деревянном доме в Мегино-Кангаласском районе республики. Отмечается, что пожар произошел на участке Улутогой, расположенном в 21 километре от села Ломтука. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого установлен предположительный очаг пожара. Изъяты необходимые материалы для проведения нужных экспертиз. 1 человек погиб, еще 1 пострадал в результате пожара на золотодобывающем руднике Гросс. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются. В Якутске на данный момент зарегистрировано 29 случаев кори, в том числе 4 случая у детей до 17 лет. Большинство заболевших не имели прививок от этого заболевания. Такую информацию озвучило региональное управление Роспотребнадзора. Единственным надежным методом предупреждения кори считается иммунизация. Согласно национальному календарю профилактических прививок, обязательной вакцинации подлежат дети в возрасте 1 год и 6 лет, все взрослые люди до 35, а также взрослые до 55 лет из групп высокого риска. Это работники образовательных медицинских учреждений, сферы торговли, транспорта, социальной отрасли. До сих пор в детских образовательных учреждениях выявляют детей, не имеющих прививок против кори, либо привитых с нарушением схемы иммунизации. Нарушения встречаются и среди работников образовательных учреждений, а согласно действующему закону все вышеуказанные лица должны быть отстранены от образовательного процесса. Через 2 недели, в первый день Нового года, в Алданском районе не будет туберкулезной больницы. Стационар, действующий в селе Якакут, закрывается в связи с тем, что жизнеобеспечение села прекращается. А люди переселяются в близлежащие города и поселки, где теперь будут получать медицинскую помощь местные больные. Репортаж нашего корреспондента в Алдане Татьяны Вахниной. Капельницы, инъекции, раздача лекарств. В туберкулезной больнице обычный рабочий день. Через 2 недели палаты и процедурные опустеют. С 1 января стационар официально прекратит работу. В настоящее время проводятся ликвидационные мероприятия. Работники уведомлены о закрытии стационара. Из всех работников практически трудоустроены, переведены на другую работу. Сокращаются 2. Туберкулезная больница – единственное учреждение, действующее в селе Якакут. За медицинской помощью в стационар обращаются и местные жители. Их в селе осталось 3. Фельдшерско-акушерского пункта в Якакуте нет, а в райцентр за 28 километров добираться проблематично. Жизнеобеспечение села приостанавливается. Село находится отдаленно, это 28 километров от центра Алдана. Были сложности, конечно, и с доставкой в период весны, осени, когда дорога там портилась. Ранее речь шла о переводе туббольницы в город, однако подходящего здания в Алдане нет. Сотрудникам стационара предложены равноценные должности в медицинских учреждениях. Больные будут получать помощь в туберкулезной больнице города Якутска. В зависимости от степени тяжести будут у нас отправляться, скорее всего, в город Якутск МПЦ-фтизиатрия
или, если есть показания, есть возможность, будут лечиться здесь в противотуберкулезном диспансере. Лечение туберкулеза длительно. Оно проводится в несколько этапов и включает комплекс мероприятий. Срок пребывания в стационаре зависит от результатов терапии. Вот в последние 2 года 13-15 больных вновь выявленных. Но картина несколько иная по сравнению с прошлыми годами, потому что выявляются в основном больные с запущенными формами туберкулеза. Эпидситуация по туберкулезу в Алданском районе характеризуется положительными тенденциями. Статистические показатели по заболеваемости, по излечиваемости и уровню рецидивов улучшаются. Руководство Алданской ЦРБ выражает уверенность, что ликвидация туббольницы на статистическую картину негативно не повлияет. Вспышки не будет. Если будет работать хорошо наша общая сеть, так сказать, то есть поликлиники, амбулатории, с помощью противотуберкулезного диспансера вспышки не будет. Туберкулез опасен рецидивами. Перенесшим болезнь необходимо особенно тщательно заботиться о здоровье. В числе главных мер профилактики фтизиатры называют здоровый образ жизни и укрепление иммунитета. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В ближайшие 3 года правительство страны поможет регионам для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма для этих целей около 23 миллиардов рублей. Сегодня в России, по данным, более 270 тысяч сирот, признанных нуждающимися в обеспечении собственным жильем и стоящих в очереди. Из них почти 186 тысяч человек в возрасте 18 лет и старше. По закону государство должно предоставить им благоустроенные квартиры, однако ждать собственного угла приходится в среднем от 3 до 5 лет, в некоторых отдельных регионах аж до 9 лет. Ситуация, мягко говоря, далека от идеальной, констатировал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, собрав специальное совещание. Цитата: «Предоставление жилья сиротам – это прежде всего обязательство регионов», напомнил глава правительства России. В Мирном открыли многофункциональный центр «Мой бизнес». Благодаря этому теперь там можно получать консультации по любым вопросам, связанным с развитием предпринимательства. Марфирина Алексеева расскажет подробнее. Зарегистрировать бизнес, заплатить налоги, получить кредит. Теперь это и многое другое мирнинские предприниматели смогут сделать в одном месте. Многофункциональное окно услуг расположилось в символичном месте – в бизнес-центре по улице Комсомольская, 29А. Для отчетности надо было идти ногами в налоговую, сдавать отчетность. На сегодняшний момент предпринимателю не нужно никуда ходить. Если, допустим, ему надо сдать налоговую отчетность, он может у нас ее составить и у нас же ее сдать налоговую и получить от нее какой-то ответ. В том числе получение лицензий на алкогольную продукцию, на строительство, на фармацевтическую деятельность. Получить консультацию и образовательные услуги здесь могут не только предприниматели, но и те, которые только планируют начать свое дело. Так, в центре можно пройти бесплатное обучение, получить бизнес-кейс и готовые инструкции из разных сфер. Здесь у вас есть возможность сдачи документов на получение микрозаймов и первичных документов для получения лизинг-оборудования. В одном месте будем принимать заявки на получение финансовой поддержки, это субсидирование части расходов. В следующем году это будет поддержка производственников, поддержка социального предпринимательства и поддержка предпринимателей, создающих объекты дорожного сервиса. Центр реализует свою деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Открытие простой и удобной системы госуслуг создает удобные условия. И теперь предприниматели смогут тратить минимум времени на сервисные процедуры, а желающие открыть свое дело – бесплатные консультации и обучение. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Заседание коллегии Минэкологии прошло в Якутске, подвели итоги года по проведенной работе и оценили деятельность региональных природоохранных органов. Спикеры озвучили данные по выполнению национальных проектов, нацеленных на улучшение экологической ситуации. Так, в этом году Якутия стала частью национального проекта «Чистая страна», в рамках которого провели работы по сохранению лесов, закупке лесопожарной патрульной техники и ликвидации накопленного экологического ущерба. В этом году один из наиболее успешных проектов – это сохранение лесов в рамках федерального национального проекта «Экология». В рамках этого мероприятия проведена работа по лесовосстановлению
более 50 тысяч га, а также закуплена лесопожарная, лесопатрульная техника более 70 единиц. В Якутске в целях безопасности проверяют сферу торговли пиротехникой. В преддверии Нового года традиционно салюты и фейерверки – это одни из самых популярных товаров. Как проходят рейды в столице? Репортаж Сергея Михедова. Новогодние и рождественские праздники – традиционное время массового запуска пиротехники. С целью выявления некачественной и просроченной продукции сотрудники Госпожнадзора, МВД и городской администрации проводят рейды по местам реализации пиротехнических изделий. Это необходимо для обеспечения безопасности в предстоящие праздники. Этот рейд первый в этом году, поэтому в случае обнаружения нарушений сотрудники Госпожнадзора пока ограничиваются устным предупреждением. Некоторые даже без сертификата продают, не смогут объяснить, допустим, покупателям, как пользоваться пиротехническими изделиями, чтобы прочитали инструкцию, чтобы соблюдали меры пожарной безопасности. Несмотря на суровые морозы, уже несколько лет подряд в канун Нового года Яна Слепцова продает пиротехнику в контейнере у столичного рынка. За надежность шумного и взрывного товара отвечает лично и уверяет, что все изделия безопасны для использования. Но стараемся вот эти петарды, вот эти такие обычные, которые взрывоопасные, не продавать. Потому что мало ли что. И дети, если приходят, мы тоже их выгоняем. Предупрежден, значит вооружен. Определены места для запуска пиротехники для города и пригорода. Например, в Центральном округе это только Комсомольская площадь, озера Талая и Шорса, а также Зеленый Луг. Получается, что устроить салют во дворе многоквартирного дома уже запрещено. Перед тем, как приобрести пиротехнику, обязательно убедитесь в ее надежности. За качество салютов всегда отвечает вот такой вот сертификат соответствия. Перед покупкой обязательно уточните его наличие, а лучше лично ознакомьтесь с ним. Условно фейерверки можно разделить на две большие группы – простые и сложные. И именно сложная пиротехника, ракеты, летающие фейерверки пользуются особым спросом у якутян. Среди лидеров столичного пиротехнического рынка особняком стоит компания «Саха Салют». Работают уже более 15 лет и помогут подобрать шумные товары на любой вкус и кошелек. Батареи салютов, римские и бенгальские свечи, хлопушки и петарды – все взрывчатые изделия подтверждены сертификатами качества. В этом году для большей безопасности завезли салют, сделанный по последнему слову индустрии. Технология изготовления совершенно революционная, да? Сама по себе батарея салютов – это набор трубок, картонных трубок, да, которые связаны между собой, грубо говоря, проволокой. А вот эта вот батарея, она является моноблочной. Технология содержит меньше ручного труда, больше надежности и цена ниже. То есть она по всем показателям лучше получается. Проверки торговых точек будут проводить вплоть до Нового года. Важно помнить, что любая пиротехника нуждается в правильном обращении и соблюдении правил безопасности. Необходимо приобретать только сертифицированную пиротехнику. Ведь бездумно пошумев однажды, высока вероятность навсегда остаться сожалеющим. Сергей Михедов, Григорий Николаев, Якутск. Вернемся через короткую паузу. Оставайтесь с нами, смотрите далее в программе «Итоги дня». С 28 на 31 декабря глава республики Айсен Николаев подписал указ о переносе выходного дня. Вечер чудес в Якутске. В республику приедет Леонид Якубович. Что и когда проведет у нас знаменитый ведущий Первого канала. Родословие народов Якутии. В столице стартовал форум. Обсудили создание электронных семейно-родовых архивов. И как дела в Южной Якутии, об этом узнаем в обзоре новостей и событий Нерынгринского района в конце выпуска. Это Якутия-24 в прямом эфире. Продолжаем программу «Итоги дня». Активную работу ведут в Якутии по созданию электронных семейно-родовых архивов. На эту тему в столице региона стартовал форум под названием «Родословие народов Якутии». В ходе этого события стало известно, что единая система уже включает информацию о родословных 18 районов республики. В теме подробно разбиралась Саргалана Федорова. Проследить свою родословную до 4-5 поколения сможет любой желающий. Сегодня Республиканский архив передал Национальной библиотеке более 600 оцифрованных документов. Это посемейные списки всероссийской переписи населения 1926-28 годов. Эта перепись является наиболее полной, да? И первый
советской переписью 1926 года. Количество населения тогда по данным переписи составило в республике около 290 тысяч человек. Документы станут доступны для всех жителей Якутии через наследные библиотеки на местах. В данный момент на сайте библиотеки выставлены уже 100 документов. Наша задача сделать эти документы доступными для населения. Да? А с 2020 года и в других библиотеках республики любой читатель, гражданин, республики, да, сможет с этими документами ознакомиться. Таким образом, со следующего года в Национальной библиотеке начнет работу единая электронная система генеалогии жителей республики. Якутяне искренне заинтересованы в изучении своих корней. Так, 82-летний Константин Горохов смог собрать сведения о 12 поколениях родственников. Информацию о своих предках он искал в архивах в течение 3 лет. Родословную оставит в наследство внукам. Свои корни узнал. Вот, чем они занимались. Мой прадед был князь наследия. Вот, а моя прабабушка родом из Абыйского района, оказывается. За последние годы в республике проведена большая работа по созданию электронных семейно-родовых архивов с охватом 18 районов. Составляются программы, которые по сути являются глобальными. Да? Они позволяют создать глобальное генеалогическое наследие. А глобальное генеалогическое наследие обладает совершенно новыми качествами, которые дают очень много для утверждения будущего. Как составить свою родословную и с чего начать? Об этом расскажут завтра в Музее «Россия. Моя история». Там же развернется выставка архивных документов. Помимо этого подведут итоги конкурса генеалогических исследований «Моя родословная», на который поступило около 100 работ со всей республики. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Глава республики подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Об этом Айсен Николаев сообщил в своем аккаунте в Твиттере. Отмечается, что выходные дни изменятся для работников организаций, финансируемых из бюджета республики. С 20 декабря ряд мест общественного питания, такие как рестораны, бары и кафе, переходят в предновогодние и праздничные дни работы. Во многих из них начнет действовать особый порядок работы. Какие это условия и к чему должны быть готовы посетители? Сюжет Дмитрия Темырова. Новый год – самое долгожданное время года. Именно в эти праздничные дни многие люди собираются с семьями, близкими людьми и с друзьями. Сегодня в городе Якутске выбора, где посидеть, предостаточно. Буквально уже с этой недели многие места общепита начнут предлагать своим посетителям праздничные программы и меню. Для удобства гостей мы сейчас делаем предзаказы, чтобы гости, в период, когда будет много народу, с 20-х числа, когда начнутся массовые корпоративы, чтобы гости пришли за готовый стол, чтобы на столе были блюда. Мы сейчас делаем предзаказы, то есть они предзаказывают блюда и потом приходят за готовый стол. А вот у других заведений вводится система депозита. Депозит от 2000 идет у нас в вип-комнатах. Депозит у нас на первом этаже 1,5. Также вход 500 рублей, так как будет шоу-программа. Депозит входит тоже холодные, горячие закуски, также напитки. Что касается фейс и дресс-контроля, то здесь у кого-то он будет работать, а у кого-то нет. Но почти во всех местах людей с алкогольным опьянением не будут пускать. Больной вопрос жителей и гостей столицы. Будут ли пускать в унтах или в ватниках, то здесь представители мест общепита просят горожан лучше не приходить в такой одежде. Но это носит рекомендательный характер. Раньше, позиция заведения была такая, что, получается, для удобства также граждан. Чтобы их унты, так как это национальная одежда, дорогостоящая одежда, обувь, чтобы она не портилась, потому что здесь бывает то, что и проливают, и, может быть, что-то прилипнет, может быть, кто-то наступит. Чтобы таких инцидентов не было, мы рекомендуем все равно приходить в сменной обуви. Чтобы не омрачить свои праздничные каникулы, Роспотребнадзор республики просит руководителей общепита, а также и населения быть более толерантными друг к другу. И напомнил, чтобы коллективы заведений не нарушали права своих клиентов. Отличие системы депозита и предварительного заказа заключается в том, что, допустим, например, когда человек приходит в заведение общественного питания, ему тут же сразу предлагают заплатить определенную фиксированную сумму.
да, что является нарушением действующего законодательства. А предварительный заказ, он применяется, например, допустим, при проведении свадьбы, при проведении каких-то банкетов, юбилейных мероприятий. Также требовать от своих потребителей в обязательном порядке покупать горячее и холодное тоже является нарушением. Это также будет являться нарушением прав потребителя, поскольку исполнитель не имеет права навязать потребителю какие-либо свои услуги. Это должно быть только согласие потребителя. Помимо этого, заведения не должны ограничивать своих потребителей по времени. Это также является нарушением их прав. В Роспотребнадзоре напомнили, что уголок потребителя должен быть на видном месте, где обязательно должны быть указаны правила посещения места, книга жалоб и время работы заведения. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутск приедет Леонид Якубович. Знаменитый ведущий «Капитал-шоу» проведет республиканский новогодний розыгрыш призов «Вечер чудес» для якутян 5 января грядущего года. Все подробности у Полины Долинской. Ведущий, сценарист, продюсер и бессменный ведущий «Капитал-шоу» «Поле чудес» Леонид Якубович впервые прилетит в Якутск и испытает на себе крещенские морозы. Приезд Леонида Аркадьевича станет одним из интересных новогодних событий, которое нельзя пропустить. У каждого будет шанс превратить мечту в реальность. В 36 муниципальных образованиях республики более 350 точек продаж и призовой фонд 10 миллионов рублей. Организатором мероприятия выступает концертное агентство «Тойтон». Первый республиканский розыгрыш призов от Леонида Якубовича «Вечер чудес» у нас будет проходить в прямом эфире на телеканале «Якутия-24». Мы поставили перед собой цель охватить всю республику. Наша цель достигнута. Мы охватили в том числе и северные, и промышленные районы нашей республики. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо приобрести календарь со специализированным корешком, оснащенный защитной мембраной, указать свое имя и номер телефона. Заполненный корешок необходимо бросить в ящик для розыгрыша, которые установлены в официальных местах продаж календарей. Старт продаж календарей был открыт 1 декабря и продлится до 5 января 2020 года. Концертное агентство «Тойтон». Здравствуйте, а где можно приобрести календари? Подскажите, пожалуйста, с какого района? Шмидтова. Перед началом розыгрыша ящики с заполненными корешками прибудут в город Якутск. В прямом эфире инстаграм-аккаунта концертного агентства «Тойтон» их вскроют, и они будут пересыпаны в барабан. 5 января Леонид Якубович проведет розыгрыш для якутян. Полина Долинская, Григорий Николаев, Якутск. Ну а Ленск ждет взрослых и детей на предновогодние и новогодние мероприятия. Утренники, викторины, квесты, квартирники, мастер-классы и многое другое проходят в эти дни во всех учреждениях культуры. Например, в Центральной детской библиотеках, Центре досуга и народного творчества, учреждениях доп. Образования «Сергей» и Дворце «Юность». Что именно приготовили деятели культуры для ленчан в сюжете Анны Кожевниковой. Крутите барабан, отвечайте на вопрос и получайте приз. В Ленской центральной районной библиотеке уже началась новогодняя викторина. Каждый читатель может стать ее участником. Также книжные залы ждут своих друзей и на другие мероприятия. В преддверии новогоднего вечера у нас будет проходить вечер «Новый год» с участниками якутского кружка «Уран-Бахтар». Также любой желающий может прийти и посмотреть, послушать участников кружка. 6 января в библиотеке будет проходить новогодний квартирник. Участие в котором примут молодые музыканты и исполнители. А детская библиотека ждет своих маленьких читателей во время каникул. Двери книжного царства будут открыты 4, 5 и 6 января. Здесь пройдет новогодняя викторина «Наряди елочку», где в украшениях спрятаны вопросы. А также маленьких читателей ждет мастер-класс «Снежный вальс» по оригами из бумаги, игротека, кинозал. Какой фильм мы будем показывать в этот день, пока мы вам сказать не можем, потому что мы сейчас работаем по вашим заявкам. И какой фильм наберет наибольшее количество голосов, которые ребята хотят просмотреть в этот день, мы обязательно вам его покажем. 6 января мы вас ждем на мастер-класс, который называется «Новогодние символы». Это будут Дед Мороз, Снегурочка, новогодние игрушки, мышка наша, которая символ в этом году.
А в музее уже начались познавательные экскурсии с новогодними утренниками для школьников. Здесь ребятам в игровой форме с интересными заданиями рассказывают о музейных экспонатах. А в ходе экскурсии ученики встречают сказочных героев и вместе с добрыми помощниками побеждают зло. И с Дедом Морозом и Снегурочкой празднуют Новый год у елочки. Также Центр досуга и народного творчества ждет ребят на новогодней елке. А учреждение дополнительного образования СРГ и Дворец культуры «Юность» с 21 по 29 декабря приглашают провести самый долгожданный в году праздник на Марсе или спасти Новый год с Angry Birds. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите обзор новостей и событий Нерюнгринского района. Слово передаю коллегам.